Весенняя призывная кампания 2025 года стартовала с 1 апреля и продлится до 15 июля. В рамках кампании планируется призвать 160 тысяч граждан России, не состоящих в запасе, в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв проходит, как обычно, с использованием бумажных и электронных повесток. Из Ингушетии на срочную службу в рамках весенней кампании необходимо отправить 200 новобранцев. Из них 92 из Назрани и Назрановского района. С заданием, поставленным Генеральным штабом вооруженных сил по призыву, районный и военный комиссариат справляется. На сегодняшний день уже отправлено 6 групп призывников, а это более 60 человек. Призывники, которые призываются от Республики Ингушетия, могут служить в различных родах, видах войск. Это сухопутные войска, военно-космические войска. В этом году мы набираем и Росгвардию. География широкая. Это Московская область, Ростовская область, Мурманск. Распределение проходит с учетом потребностей войск, состояния здоровья призывника, его образования и наличия военно-учетной или гражданской специальности. Работа по призыву в Ингушетии организована системно и максимально прозрачно, с участием различных структур. А это военные комиссариаты республики, медицинские и призывные комиссии. Специалисты отмечают, что уклон от армии в основном связан с тревогой. Некоторые молодые люди и их родители сомневаются, что со срочной службы их не перенаправят в зону специальной военной операции. В этом вопросе могу заявить уверенно, что ребята, которые убывают для прохождения срочной военной службы, принимать участие в специальной военной операции не будут. И привлекать их к специальной военной операции тоже не планируется. Армия – это не только долг, но и важный этап в жизни каждого молодого человека. Срочная служба учит дисциплине, ответственности и самостоятельности. Солдаты работают в команде, преодолевают трудности и принимают взвешенные решения. Армия воспитывает из юношей настоящих мужчин. Мы тут занимаемся разной деятельностью. Я охраняю военкомат на данный момент. Некоторые солдаты тоже занимаются какими-то делами. Гоемах каких-нах кадрас шейхана хабяхки шей служб пройти дикретор масняна со хавара дехки вануахтус. Военный билет открывает перед новобранцами новые возможности в трудоустройстве. Многие работодатели отдают предпочтение кандидатам, имеющим опыт службы в рядах вооруженных сил, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда. Напоминают и о категории граждан, которым положена отсрочка. Первое – это образование. Если он обучается на очной форме обучения и первое образование, то ему положена отсрочка. Далее это по состоянию здоровья, уход за больным человеком и если он женат и имеет более 2 детей. Срочная служба – это не только выполнение государственного задания по формированию вооруженных сил России, но и продолжение славных воинских традиций, воспитание достойных граждан, готовых встать на защиту своей отчизны. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз 24.